Премьера на сцене Академического театра драмы имени Виктора Савина «Каштанка» Антона Чехова. Постановка молодежного театра «Коми» – это история любви и преданности собаке человеку. Вот только знаменитую грустную историю рассказывают клоуны. О необычных режиссерских решениях и новых эмоциях. Анастасия Тюрнина. Вот так каштанка ищет своего хозяина в большом городе. В главной роли Александра Рочева сыграть собаку для профессионального артиста – дело, казалось бы, совсем легкое. Но это же чеховская история. Здесь, да и в самом спектакле, мир перед зрителем встает глазами четвероногих. Скажем, вот такими гигантами для маленькой каштанки кажутся люди. Я сравнивала это, чтобы мне было легче. Это может быть какой-то такой секретик, но в то же время он такой примитивный. Я попробовала представить, что если бы я потерялась от своей мамы в большом городе, будучи девочкой, вот это, если правильную вот этот вот трамплинчик возьмешь, то это очень помогает на протяжении спектакля в правильном русле существовать. В процессе работы над спектаклем неожиданно меняется и внутренний мир самих артистов. Все больше и больше они начинают обращать внимание на бездомных животных, жалеть и любить. А про себя называть хвостатых – это наша сестра или брат. И все потому, что чеховская каштанка – пример бесконечной любви к человеку животного. История о любви и вот природу вот этой безграничной преданности человеку, когда человек для собаки – это некое божество, да, олицетворяет человека с неким божеством. И она не смотрит на все его пороки человека, еще на какие-то, она просто его любит. Любит безвозмездно, преданно и готова за своего хозяина отдать жизнь. Драматургического материала для этого рассказа Чехова нет, но творческая труппа отмечает, автор дает полет воображению. Поэтому художественное решение – шоу в виде клоунады, сценическое – легкие и мобильные декорации. И когда мы работали, то мы получали колоссальное удовольствие. Когда мы разрабатывали эскизы костюмов, то это было просто, мы и смеялись, и плакали, и просто переделывали, и придумывали. И Денис уходил, и потом до 3 ночи не спал, приходит ко мне и говорит: Эрик, я вот тут, а давай вот так вот образ поработать. И вот мы купались. То есть Антон Павлович Чехов дал нам возможность купаться в этом материале. Во время репетиции возникла сложность в цирковых номерах. Нашли решение, пригласили специалистов из акробатической школы. Каштанку молодежного театра зритель посмотрит с улыбкой, но со слезами на глазах. Приезжал замечательный артист жанра клоунады Андрей Запускалов, который дал нам мастер-класс по клоунаде. Столько нового для себя открыли, и это, конечно же, вообще этого на самом деле мало, чтобы освоить клоунаду в целом. Но мы постарались от души внести туда юмор, внести эту любовь. Все эти звери, которые живут друг с другом, они все любят друг друга. И когда они теряют своего товарища, гуся, конечно, это большая для всех трагедия и боль. И вообще я не могу... На прогонах я не смотрю без слез. Ни разу. И даже если еще раз мы повторяем эту сцену, у меня опять слезы градом. Наша съемочная группа побывала на первом показе «Каштанки», и он прошел на бис. Можно сказать с уверенностью, спектакль тронет сердце и юных, и взрослых зрителей. Анастасия Тюрнина, Дмитрий Ведерников, телеканал «Юрган».